Как проявиться, как пробить дорогу художнику из Якутии? Если честно, меня немного напугала сложность профессии художника. Любой этап — это опыт. Моим новым языком, можно сказать, пополнением в моей копилке в этом году стал турецкий язык. И твое отношение ко всему этому. Многие люди транслируют информацию, скажем, непроверенную. И только люди с критическим мышлением могут отделить это. Ощущение, что ты что-то скрываешь. Страшно обидеть человека тоже. Даже я бы, наверное, сама не каждому человеку бы решилась по большой даже просьбе сделать разбор. Добрый день, у меня сегодня в гостях художник-живописец Мира Аргунова. Мира, добрый день. Добрый день. Мира Аргунова, художник-живописец, лауреат Республиканской художественной премии имени Валериана Васильева, дипломант международных конкурсов по живописи и графике. Картины Миры Аргуновой экспонировались на более 50 международных, всероссийских и региональных выставках в России, Великобритании, США, Турции, Монголии, включая 14 персональных выставок. Она является создателем бренда якутских открыток «Мира Арт». Издано 19 книг с иллюстрациями художника. Произведения живописца хранятся в собраниях музеев России, также в частных коллекциях в Великобритании, в Турции, в Голландии и в Казахстане. Мира, у тебя очень интересная история становления. Ты поступаешь в высшее учебное заведение, в наше СФО. Дальше ты работаешь по специальности. И потом ты идешь снова учиться, снова становишься студенткой, поступаешь в АГИГИ. Потом одна выставка за другой. Ты уже сейчас выставляешься в разных точках мира. Да? Насколько мне известно, у тебя было 14 персональных выставок по всему миру. Это поиск себя постоянный. Не будет ли такого, что Мира Аргунова в следующем году кардинально уйдет в йогу или в психологию, потому как, насколько мне известно, ты психологией тоже увлекаешься? Ну, мне кажется, что многие художники, которых мы также знаем, на самом деле не были ограничены только областью живописи или графики. Такие как Леонардо да Винчи, к примеру. Трудно сказать, был ли он художником только или инженером, или философом. У него был достаточно широкий круг интересов. Если взять Василия Кандинского, основателя абстрактной живописи, он, как известно, окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности юриспруденция. И даже прочили ему мощную профессорскую карьеру, но оказалось, что, как и у меня, неодолимая любовь к живописи взяла верх, и судьба его была стать известным миру больше как художник. Когда ты поняла, что все-таки это мое? Я помню, что в детстве, когда меня спрашивали, кем я бы хотела стать, у меня был очень простой ответ, что художником. И я думаю, что я пронесла это предназначение с раннего детства, но в какое-то время у меня появились другие интересы, иностранные языки, они до сих пор остаются моим хобби, моим новым языком, можно сказать, пополнением в моей копилке. В этом году стал турецкий язык. Интересно. И в какой-то момент эти хобби меня, можно сказать, увлекли больше. К тому же, если честно, меня немного напугала сложность профессии художника, когда пришло время поступать после школы в вуз. В тот момент мне показалось, что это какая-то несбыточная мечта. Поэтому я связала свою жизнь с иностранными языками. Я не жалею об этом, потому что я думаю, что это во многом сформировало меня как человека, определило меня как личность. И я думаю, что все, что мне делается в жизни, никогда не бывает зря. Любой этап — это опыт.
Да, он обогащает человека, делает его тем, кто он есть. В предварительной беседе ты говорила то, что, обучаясь на учителя английского языка, ты больше занималась психологией. Даже ты рассказала то, что могла бы спокойно стать психологом. Почему не психология? Психология — это большая ответственность, это практически как медицина. И, наверное, мне больше нравится моя теперешняя специальность, поскольку в тот же момент она позволяет сделать жизнь большего количества людей лучше моими способностями. Как ты относишься к тому, что сейчас, ну вот ты говоришь, психология — это медицина. Сейчас очень много психологов, которые прошли курсы, у которых нет опыта. И твое отношение ко всему этому? Но сейчас вообще, можно сказать, такое время, когда не только среди психологов есть много любителей, позиционирующих себя как профессионалов. Я думаю, нет, наверное, такой профессии, к сожалению, в которой очень сложно определить профессионала, отделить зерна от плевел. И в том числе благодаря социальным сетям многие люди транслируют информацию, скажем, непроверенную. И только люди с критическим мышлением могут отделить это, определить точную принадлежность этого человека к профессии в любой специальности. Но это же какая-то смелость, тоже как бы поощряется, то, что люди стали пробовать себя, экспериментировать в разных направлениях, проявляться. Да, это здорово, безусловно, но главное, чтобы они понимали свою ответственность. То есть любой человек несет ответственность за свои действия, и люди, которые потребляют, скажем, результаты их труда, ну, в данном случае, к примеру, психологов, в итоге результаты чаще всего ответственность в реальности приходится нести конечному потребителю. То есть если, скажем, человек последует советам такого психолога-любителя, то трудности потом придется расхлебывать ему. А он не сможет, например, подать в суд на этого человека, который дал ему плохой совет, потому что там всегда носится рекомендательный характер. То есть хочешь — слушай, хочешь — не слушай, ты можешь как бы следовать советам этого специалиста, можешь другого, и ты сам определяешь, кого послушать, кому прислушаться. Поэтому тут очень важен вопрос ответственности. Как проявиться, как пробить дорогу художнику из Якутии и быть в числе тех, кого берут на выставки за границу? Обычно перед каждой выставкой проходит такой отбор, называется выставком, выставочный комитет. Выставочный комитет обычно состоит из группы людей от 5 до 10 экспертов в этой области. И обычно все желающие принять участие в выставке художники направляют выставкому свои работы, фотографии. Либо, если это происходит в Якутии, то можно принести работу прямо саму. И по фотографиям, либо по принесенным работам выставком отбирает лучшие работы для выставки. Таким образом проходит отбор. А как вас оповещают? Или ты сама отслеживаешь, где что проходит? Да, в основном приходится отслеживать. Но это же тоже управленческая деятельность. Да. Творчество и управление — это очень крайне сложно, когда ты и там погружена, да, и приходится чем-то еще управлять, самопродвижением, строить себе стратегию, чтобы мои работы увидели и в других городах и странах. Да, мне кажется, что вообще сейчас жизнь в целом устроена так, что очень помогает проектное управление. То есть вообще такой термин, когда любое дело планируется как проект. То есть
и план, и организация. Вот в том числе эта передача, которую мы сейчас снимаем, это тоже проект. И каждую выставку, каждую серию картин можно планировать как проект. Я думаю, это очень помогает. Если ты себя видишь как проект, себя как художника, который создает такие работы, и которые должны увидеть во всем мире, какую стратегию ты себе пишешь? Стратегию. Ну, невозможно называть себя проектом и при этом жить только моментом, сегодняшним днем. В принципе, можно совмещать, потому что проект — это значит всегда нацеленность на определенную цель, а в то же время проживание в моменте — это, наоборот, наслаждение процессом. И я думаю, что это можно совмещать, можно в голове держать всегда какую-то цель, но в то же время можно наслаждаться всеми шагами по пути к этой цели. И я думаю, что в этом искусство жизни, поскольку в целом, мне кажется, можно к жизни относиться как к искусству. Что есть искусство? Это, с одной стороны, ремесло, когда человек технически выполняет какие-то задачи на высоком уровне, а с другой стороны, это творческая импровизация и идея. И если относиться к жизни так, то я думаю, что можно прожить жизнь, как говорил Мишель Монтень, достойно и хорошо. Где взять вдохновение? Одни люди говорят, что нужно настроиться и ждать вот эту музу, которая залетит в окно. А другие говорят, да, я проект, я все это вношу в график, и вдохновение появляется мгновенно, когда ты садишься и настраиваешься на работу. Вот две теории, скажем так, да? Как говорил Достоевский, если не ошибаюсь, необходимо сделать вдохновение своей рабочей лошадкой. Мне кажется, что когда у тебя есть какая-то большая мечта или цель, то просто одна мысль об этой цели мгновенно заряжает тебя желанием поскорее начать что-то делать. И даже не просто абстрактно что-то делать, а ты уже видишь какие-то шаги, действительно стратегию. И, как говорится, надо есть слона по кусочкам. И тебе прямо не терпится скорее съесть первый кусочек, а затем следующий. Поэтому пока у тебя есть силы, пока есть энергия, вдохновение — это твой постоянный спутник, если у тебя есть мечта. Одна из последних твоих выставок как раз-таки использование человеческих зрачков, да, которые вдохновили тебя, находясь в глазной больнице. Очень интересный ход. Мне кажется, здесь вот не хочу использовать слово «хайп», да, заменим на «громко заявить о себе». Да? И ты это вплетаешь и интегрируешь социальную направленность, да, современные вот эти требования, да, заявления о себе и творчество. Вот это ты очень грамотно миксуешь, смешиваешь и выдаешь публике. Но ты этим и отличаешься. Один из тех художников, который мыслит нестандартно, не только занимается творчеством, но и умеет громко заявить о себе, о предстоящей выставке. Не просто вот Мира Аргунова нарисовала там северные просторы или воспела красоту якутской природы, а вот что-то ты вплетаешь такое, что все идут на твои выставки. Очень благодарна за такую высокую оценку. Воспевать просторы Якутии я тоже стараюсь, и такие выставки у меня тоже были.
Что касается этой выставки, не было посыла просто привлечь внимание, а скорее мне хотелось создать такой синтез всего, что я на данный момент наработала. То есть я достаточно давно уже занимаюсь дизайном, компьютерным дизайном. В то же время мне очень нравится масляная живопись, фигуративная конкретно, фигуративное направление. Также мне интересна этнография, филология. И так сложилось, что я действительно увидела эти снимки. Они просто очень красивые. И мне кажется, что искусство, оно по своей природе несколько абстрактно, потому что даже если это такая предметная, фигуративная, может быть, живопись, в любом случае вернемся прям к основе и обратим внимание на то, что живопись в целом, что это? Это иллюзия, это магия, можно сказать. По сути, что такое картина? Это просто кусок холста, натянутый на подрамник, и на нем некоторые составы размещены пятнами, больше там ничего нет. И эти пятна, они создают иллюзию присутствия человека или предмета, или какой-то местности. То есть, по сути, это просто игра цветовых пятен, композиция их. Таким образом, если абстрагироваться от того, что эти снимки собой представляют, то они просто прекрасны. И мне кажется, что в целом природа человека прекрасна. Именно человеку посвящена эта выставка. Но это социальный проект, насколько мне известно. Да. Я уже несколько лет являюсь послом доброй воли фонда «Харсхал». Очень благодарна им и за поддержку этого проекта, и Республиканской библиотеки для слепых, без чьей помощи проект бы потерял большую часть. Мы решили, что необходимо, поскольку этот проект тем более посвящен глазам, сделать его доступным к видению всех людей, в том числе тех, у кого ограничения по зрению. Какие отзывы ты услышала от тех, кто увидел эти картины и прочувствовал руками? Да, для меня были отзывы очень важны, поскольку как филологи мы понимаем, что в любом акте общения важно не то, что ты говоришь, а важно, как тебя услышали. Поэтому важно не только то, что мы делаем, но и насколько это эффективно получается. Поэтому я очень ждала отзывов, и отзывы были очень теплые. Люди звонили мне даже по телефону, сказали, что эта выставка стала ярким событием, помогла, как-то вдохновила. Я думаю, это самое главное. Сейчас все говорят о том, что мы живем во время, перенасыщенное разным контентом, но в основном весь контент визуальный. И притом он сделан так, что его в основном можно только увидеть в буквальном смысле. Поэтому люди с ограничениями по зрению действительно в этом плане очень сильно страдают. Если таких проектов, как моя недавняя выставка, будет больше, то я думаю, что мир станет лучше. Мира, ты один из немногих людей, который рад любой критике. И я слышала то, что ты даже приглашаешь именитых художников, своих учителей, чтобы они в день выставки тебе говорили, что не так, над чем еще нужно работать. Тебя это не огорчает? В праздник, когда приподнятое настроение, когда тебе говорят восторженные слова, комплименты, делятся эмоциями, и тут тебе надо что-то поправить. По-моему, здесь ты не так хорошо отразила. Обучение живописи, оно на этом построено. Начиная с первого курса, когда молодые студенты пишут свои первые работы,
преподаватель всегда обходит группу и каждому дает какие-то советы, делает иногда замечания, и ты на этом учишься. И я думаю, что после окончания уже никто тебе не обязан давать советы, конечно. И тем ценнее помощь, которую оказывают опытные профессионалы, если они находят для этого время. Потому что, согласитесь, найти время, чтобы прийти и сделать кому-то разбор, это не каждый будет. И сделать это профессионально, искренне. Не у каждого хватит духа. Страшно обидеть человека тоже. Даже я бы, наверное, сама не каждому человеку бы решилась по большой даже просьбе сделать разбор. Какую самую главную и важную критику ты услышала, и которая дала тебе толчок для дальнейшего развития? Я не могу так выделить прям конкретный какой-то определенный совет, поскольку на разных этапах творчества они постоянно меняются, поскольку я каждый раз их не просто слушаю, а стараюсь применить. Получается, при следующем просмотре уже тот же совет обычно мне не дают, поскольку я его уже воплотила. Соответственно, бывает иногда какой-то другой совет. И эти советы позволяют от выставки к выставке расти. Какой неповторимый почерк у Миры Аргуновой? Я думаю, это вопрос к зрителям, наверное. Но говорят, что мои картины могут узнать. Чаще из отзывов, полученных отзывов, какая картина складывается? Это яркие краски, это что? Да, отмечают обычно палитру, но с палитрой я тоже играю. Мне нравится экспериментировать с разными направлениями, с разными стилями. Мне скорее даже говорят, что картины очень разные, и иногда складывается впечатление, что написаны разными людьми. И я думаю, что это интересно. И вообще творчество в целом, искусство — это игра. Люди в целом по природе своей, это уже к психологии мы обращаемся, по своей природе все люди любят играть, либо наблюдать за чужой игрой. Но при этом они любят наблюдать за профессиональной игрой. Вот почему очень много поклонников у футбола, например, или баскетбола. Живопись, хотя обычно так никто не говорит, но все-таки это тоже игра. То есть это игра, как ты составишь эти пятна на холсте, которые достаточно реально, либо недостаточно реально создадут тебе какую-то другую действительность. Я думаю, что интересно играть по разным правилам и интересно наблюдать за этим. Но мы же пока растем, находимся на разных площадках, мы можем и быть теми создателями, а в некоторые моменты мы можем стать и наблюдателями. За кем ты наблюдаешь? Чье творчество тебе близко? Кто тебя вдохновляет? Или это совершенно другие сферы, не живопись? Меня вдохновляет вся жизнь, но в том числе и живопись, но в том числе и театр, и книги, и наука, и вот даже фотографии медицинские могут вдохновить. То есть в данное время сейчас сижу и любуюсь на ваше лицо. То есть абсолютно незапланированные вещи могут вдохновить тоже. Недавно посетила фотовыставку геологов, и действительно были бесподобные работы. Это кристаллы, да, это совершенно другое видение природы. Просто увидев даже вот эти минералы, да, в макросъемке, я поняла то, что в принципе природой все придумано. Конечно. Вообще в целом красота окружает нас. Красота многогранна, эфемерна. Ее невозможно вот так вписать в какие-либо законы, хотя очень много попыток уже было сделано. Никаким стандартам она не подвластна.
И я думаю, что это одна из самых могущественных сил, которые управляют в целом людьми. И не только людьми, кстати, вообще живыми существами. И это тот вопрос, который меня больше всего интересует, интригует в моем творчестве. Мира, ты всегда в хорошем настроении. Как ни встречу, не только в эфире, вот всегда улыбчиво. Вообще, что тебя может разозлить? Это, наверное, такой философский вопрос, потому что это вопрос того, насколько внешняя среда влияет на твое внутреннее состояние, насколько внутреннее состояние зависит от внешней среды. И, наверное, мне близка позиция стоиков о том, что важно найти мощную опору в себе. Чем мощнее опора в себе, тем меньше ты зависишь от каких-то стимулов и внешних раздражителей. Получается, что если встретишь человека в плохом настроении, то скорее можно же ему посочувствовать, а не заразиться его негативом. В то же время, конечно, меланхолия, она, я думаю, что свойственна всем людям. Такие моменты очень редко случаются со мной, и в эти моменты мне помогают стихи. Обычно я в такие моменты пишу стихи. А можешь сейчас подарить нашим телезрителям пару строк из собственного сочинения? Вспомнить, да? Да. «Я дух мятежный и крылатый, лишь облаченный в тело латы. Меня манит простор и даль, ни сил, ни времени не жаль». Интересно. А не было желания выпустить сборник? Да, наверное, когда-нибудь я должна созреть. Возвращаясь к настроению, как ты отреагируешь на хамство? Мне кажется, что в этом отношении надо быть как вода. Если воду, например, ударили, то через некоторое время она очень быстро вернется в свою собственную форму. Куда бы воду ни налили, она все равно остается водой. Она может принять форму стакана, форму горшка, но она в любом случае остается собой. И тут важно сохранять свою внутреннюю сущность. Ну, вода может также и подняться волнами, обернуться чем угодно и накрыть все, что стояло спокойно, тихо и мирно. Да, у воды очень мощная сила. И, как говорится, вода камень точит. То есть, но при этом она очень гибкая. Насколько мне известно, ты очень часто и близко общаешься со своими родителями. Какой самый ценный совет они тебе дали, урок, возможно, который ты перенимаешь и несешь по жизни? Я думаю, что у каждого человека есть как бы внутренний учитель и как бы голос совести и голос разума, который ему подсказывает, что верно, что неверно, и как ему стоит развиваться дальше. А что касается родителей, да, мне очень с ними повезло. Мы очень тепло и много общаемся. Я обращаюсь к ним за советами, когда не знаю, как поступить. И, наверное, самый ценный совет, который они мне дали, это всегда относиться к другим людям с уважением, доброжелательно и приветливо. Все-таки творческие люди — это буря эмоций. Это разные краски, это разное настроение. А Мира Аргунова, она всегда ровная, всегда улыбчивая и всегда такая приветливая. Ощущение, что ты что-то скрываешь. Даже не знаю. Мне кажется, что интересно выражать себя как раз в творчестве. А, как говорится, у бурных чувств неистовый конец. И они отнимают очень много энергии, очень много душевных сил. Если человек растрачивает себя на такие вещи, то ему будет очень сложно собрать себя и создать что-то в сфере искусства, например, или культуры, или науки. Какую цель ты перед собой ставишь? Реализоваться полностью как художник. Это моя мечта.
На кого ты хочешь равняться? Леонардо да Винчи. Почему? Но мне кажется, что это, когда читаешь его жизнеописание, это человек большого ума, духовных добродетелей, большого таланта. Человек, который смог очень многое постичь о жизни, о природе вещей. Я думаю, ему было очень интересно жить и очень весело. Каждый человек хочет вписать свое имя в историю. Все творческие люди, создавая выставки. У тебя в планах даже выпустить сборник стихов. Но какой и кем ты бы хотела, чтобы тебя запомнили? Какой работой? Каким проектом? Я думаю, у меня эти проекты еще пока впереди. Я еще пока вынашиваю их в своем сердце. Я обдумываю их. И я надеюсь, что в ближайшее время я смогу их реализовать. И последнее. Какой ценный совет ты можешь дать нашим телезрителям прямо сейчас с экрана? Всегда идите к своей мечте, невзирая ни на какие трудности и преграды. Я тоже тебе желаю, чтобы без преград ты реализовала все свои мечты, цели, и чтобы на твоем пути встречались только хорошие люди. Продолжай дальше проявляться, и чтобы твое имя звучало во всем мире. Благодарю вас. Спасибо.